Кукмара – толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара – удобная посуда, вкусная еда. На этой неделе весь православный мир отмечает Пасху, один из самых почитаемых праздников у христиан – праздник Воскресения Христова. Существуют свои определенные пасхальные традиции и блюда. Например, на Пасху красят яйца, а также делают творожную Пасху. И, конечно же, традиционное пасхальное блюдо – это кулич. Сегодня шеф-повар ресторана русской кухни Вильнур Гиниатуллин поделится рецептом приготовления порционных пасхальных куличей. Для приготовления кулича понадобится пшеничная мука, миндальная мука для орехового вкуса, сливочное масло и дрожжи сухие. Так, начинаем. Сыпем в миску 1,5 стакана муки и сливочное масло, 10 грамм дрожжей. И 3 ложки миндальной муки перемешиваем. Миндальная мука – это не что иное, как мелко размолотые очищенные ядра миндаля. Ее используют в сладкой выпечке, добавляют в соусы и кремы. Мука сохраняет тонкий вкус и деликатный аромат ядер миндального ореха и передает их готовым блюдам. Кулич – это церковный хлеб старорусский. На Руси делали из дрожжевого теста, а католики делали из песочного теста. А у нас рецепт – песочное тесто с добавлением дрожжей. У разных народов куличи пекли по своим традициям. В России практически в каждом городе был свой рецепт приготовления. Куличи готовили из разного теста, как дрожжевого, так и песочного. В тесто добавляли различные сухофрукты, орехи, изюм, верх украшали глазурью или сахарной пудрой. Пасхальный кулич может быть разной формы и величины, однако самое главное требование – он должен быть высоким. Тесто с маслом раскрошилось, минут 5 постоит. Пока тесто отдыхает, мы делаем яичную массу с сахаром. Для этого нам понадобится 4 яйца и 50 грамм сахарной пудры. Сахарная пудра быстрее растворится. Мы взбиваем яйца с сахаром. Потом мы это будем соединять с нашей массой. Это дрожжи, масло и мука. Яичная масса готова. Теперь мы соединяем нашу массу, муку со сливочным маслом, дрожжами. Я буду мешать руками, потому что это удобнее. Чтобы кулич у нас получился мягким и вкусным, тесто должно быть не слишком твердое. У нас тесто готово. Пока тесто поднимается, мы замочим изюм. И для пропитки мы возьмем старорусский спотыкач. Спотыкач – это старорусский крепкий десертный напиток, подаваемый к чаю или сладостям. Спотыкач, как и наливки, стали делать более 3 веков назад. Он готовится на основе водки и различных вкусовых натуральных продуктов. Бывает ягодным, кофейным, цитрусовым и даже мятным. После того, как тесто поднялось, мы добавили в него замоченный в спотыкаче изюм и тщательно перемешали. Еще раз напоминаем, что тесто должно быть жидковатое, чтобы получился у нас нежный, пористый кулич. Мы укладываем наши маленькие куличи в силиконовую формочку и поставим минут на 10 на расстойку, чтобы немножко тесто поднялся еще раз. Тесто у нас в теплом месте на расстойке стояло минут 15-20. После этого мы отправляем наши куличи в печку на 15 минут. Пока у нас готовятся куличи, мы приготовим помадку. Белый глазурь на основе белков и сахарной пудры. Для этого мы отделяем белки от желтков. Нам нужны будут только белки. На 2 белка мы кладем примерно 200 грамм сахарной пудры. Сахарную пудру кладем постепенно, то у нас белок не поднимется.
У нас помадка для кулича готова. Консистенция как сметана примерно. Пока у нас доготавливаются куличи, мы сделаем легкий десертный соус с ягодами. Берем для этого ягоды свежие, малину, ежевику. Спотыкач мы подогреваем, чтобы не вскипело, да? Нагрелось, можно залить ягоды, чтобы они пропитались вкусным сиропом старорусским. Вот наши пасхальные куличи почти готовы. Вынимаем из формочек. Можно подождать, сразу не вытаскивать, чтобы чуть остыли. Теперь мы головки поджаристые в помадке красим. Придаем праздничный вид. Можно также использовать за место помадки яичной белый шоколад или какой-нибудь соус. Некоторые красят даже пищевыми красками, а мы украсим ягодами. Посыпаем фисташками. Фисташки лучше подсушить, потому что когда их молишь, они в кашу превращаются, когда они сырые. И украшаем ягодами. Напоминаем, что наши порционные куличи мы готовили из песочно-дрожжевого теста. Для этого мы сначала смешали пшеничную и миндальную муку со сливочным маслом и дрожжами, а затем добавили взбитые с сахарной пудрой яйца. Когда тесто поднялось, мы в него положили замоченный на спотыкаче изюм, поместили в формочки и выпекали 15 минут. Затем верхушку каждого кулича мы обмакнули в помадку и украсили молотыми фисташками и свежими ягодами. С вами был Гиниатуллин Ильнур, шеф-повар русской кухни. Будьте с нами, готовьте с нами, экспериментируйте. Приятного аппетита!